Я хотел бы, чтобы мы открыли то, что записано в Евангелии от Матфея. Сам Иисус говорит о деньгах. С этого места мы стартанем. Матфея 6 глава с 19 стиха. «Не копите себе богатств на земле, где их портят моль и ржавчина, и где воры могут обокрасть ваш дом». Вот здесь, если бы мы остановились, я практически уверен, что каждый человек, который сегодня сидит в зале или смотрит нас на нашем канале, он может сказать: я это слышал. Иисус против накопительства. Иисус против того, чтобы мы обрастали чем-то таким дорогостоящим. Но я хотел бы, чтобы сегодня мы дочитали до конца и посмотрели на некоторые вещи в контексте того, что говорил сам Иисус. Дальше написано: копите лучше себе сокровища на небесах. И вот тут, камон, Иисус, ты серьезно? Ребят, я читаю Библию, я сам себе задаю вопрос: Иисус, ты серьезно? То есть я не просто должен не копить на земле, я должен копить где? Там так написано. Знаете, я залез, как всегда, думаю, может быть, что-то здесь в переносном смысле надо понимать. Я залез в греческий, скажем так, оригинал, посмотреть, что означает слово «сокровище». Что в одном месте, где мы не должны копить на земле эти сокровища, что в другом месте сокровища, которые нам надо копить, это что-то связанное с финансами, с деньгами, с ощутимыми вещами, которые либо хрустят, либо на карточке у тебя в приложении циферками отображаются. С реальными деньгами связано это слово «сокровище». Другими словами, Иисус побуждает нас на небесах копить финансовые сокровища. Это, знаете, это похоже на некий пенсионный фонд. Вот ты живешь на этой земле, ты трудишься, ты что-то делаешь, потом, когда ты умер, тебя встретит та пенсия, которую ты накопил на небесах. Я по-другому. Я хочу, друзья, чтобы вы по-другому начали смотреть на какие-то избитые места Писания, о которых ты думаешь: ой, да я все это знаю. Я хочу, чтобы ты задумался. Иисус побуждает нас копить финансовые сокровища где? И вопрос у меня сразу: а как это делать? Как я могу это делать? Вопрос, пусть он повиснет сейчас, я вернусь к этому вопросу. Дальше написано о том, что туда ни ржавчина не доберется, воры не смогут проникнуть и украсть. И опять, ведь где твое богатство, там будет и твое сердце. Он говорит: если я сегодня коплю на небесах, то мое сердце будет прилеплено к чему? К небесам. Если я коплю на земле, если я собираюсь сегодня на земле, то мое сердце будет прилеплено к земле. Другими словами, вот здесь проводится параллель между финансами, между сокровищами и моим собственным сердцем. И знаете, когда люди слышат проповеди о финансах, они думают: ну вот сейчас он опять о финансах начал говорить, видать, в церкви денег не хватает. Открою секрет, как и в любой семье, в церкви денег не хватает всегда. Потому что чем больше денег, тем больше возможностей. Чем больше финансов, тем больше каких-то проектов. Чем больше каких-то идей, тем больше необходимо какое-то финансирование. Но это мы пока что это оставим. На самом деле я не из-за этого начал проповедовать о финансах. Здесь написано, что мое сердце напрямую связано с тем, как я распоряжаюсь деньгами. И я хочу вам сказать, это одна из самых важных тем, которые сегодня существуют в Библии. Из 39 притч, это так Стив Вебер написал, я сразу, копирайт, ссылаюсь на мужчину. Из 39 притч, которые сказал Иисус, 11 о деньгах. Как минимум, третья часть его учения касалась финансов. А я вам могу сказать больше. Третья часть нашей жизни, это как минимум, она связана с тем, чтобы эти финансы заработать. Третья часть, она связана с отдыхом от того, чтобы эти финансы зарабатывать. И третья часть, она посвящена каким-то другим вещам. Слышите, друзья? Третья часть нашей жизни связана с тем,
что мы зарабатываем, мы делаем что-то для того, чтобы эти сокровища пришли в нашу жизнь. И здесь Иисус говорит, что мое сердце напрямую связано, что я с этими сокровищами делаю. Давайте дальше посмотрим. Глаз – это светильник всего тела. Деньги, и тут на глаз переход резкий. Резко, сразу на глаз. Если твой глаз ясен, то и все твое тело будет полно света. Но если глаз у тебя дурной, то все твое тело будет полно тьмы. Если свет, который в тебе, тьма, то какова же тогда тьма? Дальше. Никто не может служить двум господам. Он или одного будет ненавидеть, а другого любить. Или же одному будет предан, а другим станет пренебрегать. Вы не можете одновременно служить и Богу, и богатству. В другом переводе написано более точно. Мамоне. Это такая злая духовная сила, которая контролирует финансы. Ребят, с денег Иисус начинает, деньгами заканчивает. А при чем тут глаз? Согласитесь, это странно. Если бы я с кем-то говорил на какую-то тему, и потом вдруг внутри своего спича я бы вставлял какие-то совершенно совершенно не связанные темы. То есть я разговариваю с человеком, к примеру, про спорт, и потом вдруг резко начинаю про Айбу говорить. И человек не понимает, он не может связать все эти вещи. На самом деле, когда мы читаем вот это вот слово о глазе, кто из вас с открытыми Библиями НРП? Можете на сносочку нажать? Можете нажать на сносочку? Можете на сносочку нажать? Я читал, открыл эту сноску. У меня башка в очередной раз взорвалась. Думаю, как же так? Я всю жизнь думал, что если у меня не красные глаза, прозрачные, чистые, красивые глаза, и люди смотрят в мои глаза, они видят мою чистую душу, а если у меня глаза затуманены. Я слышал всякие такие проповеди. Если у меня глаза там немножко не какие-то ненормальные, значит и душа у меня какая-то злая, черная, греховная. Здесь вообще написано о глазах, которые каким-то образом напрямую связаны с нашим сердцем финансово. Там написано о том, что если глаз твой плох или глаз твой дурен, как там точно, подскажите, пожалуйста. Верни, пожалуйста, Руфин, нам это местописание. Дурной глаз. Там написано глаз. Глаз какой? Про дурной давайте сначала. Там написано дурной. В сноске что написано? Скупой, завистливый. Вот знаете, это состояние, когда ты смотришь на человека и думаешь, почему у него есть Jesus is King, а у меня нет. Почему у него есть белые кроссовки, а я как дурак в этих красных всегда хожу. Почему у него жизнь состоялась, а у меня ничего не состоялось. Почему этот, почему тот, почему у этого, почему у того. Почему она летит в Америку? В конце концов. Я же молился 14 лет о том, чтобы мне эмигрировать в Америку. И ты знаешь, все, что ты видишь вокруг себя, это вот эти вот злые мысли. Ты видишь людей, которые в чем-то преуспели. Ты видишь людей, у которых что-то есть, и тебе плохо от этого. Твой глаз тебе показывает это в таком свете, что почему у него, а не у меня. И глаз светлый, глаз, у которого здесь написано глаз ясный, да, это человек, который смотрит и говорит, спасибо тебе за то, что она в Америку летит завтра. Спасибо тебе за то, что у него есть 12-й iPhone. Спасибо тебе за то, что у этого мужчины такая прекрасная жена. Спасибо тебе за то, что у этих ребят такое здание. Спасибо тебе. Этот человек, что бы ни видел своими глазами, он смотрит совершенно по-другому, или у него совершенно другая призма. Как он реагирует на жизнь и на вещи, происходящие в жизни. На самом деле, когда мы будем говорить о сокровищах, мы очень много будем говорить о призме, о нашем взгляде, о том, как мы смотрим на какие-то вещи. Мы еще к этому тоже вернемся. Итак, вопрос, который мы повесили несколько минут назад. Как я могу собирать сокровища на небесах? Есть версии. Сеяние. Есть 3 слова как минимум. Мы об этих 3 словах поговорим. Как ты можешь сеять? Я хочу тебе сказать, самое главное, вообще цитата всей моей проповеди сегодняшней. Если ты хочешь финансового благословения или сокровища видеть в своей жизни, все это начинается. И первое,
основание нашего успеха, первое, на чем сегодня стоит наша семья уже 27 лет, это начинается с даяния. Если ты хочешь видеть сокровища, сентябрь, сокровища, сей. Оу, се. Друзья, я хочу, чтобы это сегодня отложилось у нас на подкорке. Первое, с чего начинает Стив Вебер, он говорит, первое, наша семья однажды и навсегда для себя сделала решение, как минимум 10% всей нашей, всего, вот, что будет проходить через нашу жизнь, принадлежит Богу. И знаете, сразу же у первых людей, которые услышат 10%, десятина, люди некоторые в Ютубе нас будут смотреть, у них начинают бомбить. О, это десятинщики. Да, мы десятинщики. И я объясню почему. Есть как минимум 3 слова. Во всяком случае, в синодальном языке они звучат так. Десятина, приношение или пожертвование. И третье – милостыня. Вот эти 3 слова, они составляют одно большое слово, которое звучит так: даяние. То, на чем сегодня строится мое благословение, или на чем строится мое финансовое процветание, преуспевание, оно строится на моем даянии. Я еще раз повторю. Твое преуспевание, твой финансовый прорыв строится прежде всего не на том, что когда ты что-то получишь, когда-нибудь ты дашь, а на том, что когда у тебя еще ничего как бы нет, но ты уже начинаешь давать. Скажи со мной, основа преуспевания – даяние. Итак, мы будем говорить о десятинах. И знаете, некоторые люди, как я уже сказал, их бомбит от этого слова. Они начинают говорить, где в Новом Завете слово десятина? Иисус прибил закон на крест. Иисус то, Иисус все, Иисус отменил. Давайте мы вернемся вообще к истокам. Я недавно совсем читал Евреям 11 главу, и там, возвращаясь, скажем так, в истоки даяния, я встретился с парнем в очередной раз. Этого парня звали Авель. Евреям 11 глава, 4 стих. Там написано так. «Верой Авель принес Богу жертву лучшую, чем Каин». Верой он заслужил одобрение как праведник, когда Бог похвалил его жертву. И хотя Авель умер, он благодаря своей вере все еще говорит. Здесь написано, что вера толкала этого человека к чему? К жертве. Какой-то жертве, этот человек принес жертву. Что самое интересное, рядом с ним был его старший брат, который тоже что-то принес, но это даже жертвой не названо. И я снова вернулся в Бытие, в 4 главу, в эту историю описания вообще того, что происходило в те стародавние времена. И со 2 стиха, 4 глава Бытие, там написано так. Про Еву, она родила его брата Авеля, сначала там про Каина, потом появляется Авель. Авель пас стада. Каин обрабатывал землю. Через некоторое время Каин принес в дар Господу плоды земли, а Авель пожертвовал жирные части первородных своего стада. Авель и его дар были угодны Господу, но Каин и его дар не были угодны ему. Каин разгневался, и лицо его, это уже другая история. Друзья, 2 человека приносят жертвы. Один берет от своего стада и приносит на жертвенник вот это вот возжигание, которое приятно, Библия говорит, ноздрям Божьим приятно. Второй тащит, может быть, я не знаю, он перцы вырастил, арбузы он вырастил. Что у нас в нашей стране выращивают? На Иссыкуле картошку, в Аше там овощи. Вот он просто взял одну грядку, посвятил полностью Богу. И он притащил все эти овощи. И знаете, что самое интересное? И один дар, и второй дар что-то стоил людям. Я не думаю, что вот эта вот грядка, которую пожертвовал Каин, она вообще ему ничего не стоила. Кто выращивал когда-нибудь овощи какие-нибудь? Ты над этой грядкой стоишь вот таким образом, и ты вытаскиваешь там эти сорняки, ты пропалываешь, поливаешь, ты дуешь на эти кустики, лишь бы они что-то произвели. И потом ты все это отдаешь кому-то. Это стоит чего-то. Но знаете, вот здесь описано очень интересное отношение Богу к этому. Есть вещи, которые
мы должны приносить не на своих условиях. Есть вещи, которые мы должны делать не потому, что нам в голову это взбрело, или потому, что все вокруг так делают. Есть вещи, которые сам Бог прописал, и Он говорит, вот это мне нравится, а вот это мне не надо. И это то же самое, например, если кто-то сейчас придет ко мне и скажет, Денис, хочу тебя благословить, и калеш мне подарит. Я не ношу калеш. Я скажу спасибо, брат дорогой, может быть, даже в пол поклонюсь, но это вещи, которые меня вообще никак не цепляют. Они мне не нужны, потому что. И знаете, человек может уходить, и он может в сердце своем говорить, я сегодня вот такой дар сделал, я сегодня там обрадовал брата своего, я сегодня там то, я сегодня сё. На самом деле, брата это вообще никак не коснулось. Извините, кто калеш хотел подарить. Слышите? Вот здесь про Бога то же самое написано. Есть вещи, которые Богу нравятся, есть вещи, которые Бог ждет, есть вещи, которые Бог никогда не просил, есть вещи, которые Бог никогда не ожидал. И Он говорит, оставь себе овощи. Я хочу сегодня на жертвеннике жертвоприношение того самого ягненка, того самого барашка, которого ты выменил себе там, я не знаю, на шурпичку у своего младшего братишки. Я хочу вот это. Когда мы говорим о десятине, знаете, где-то в начале 90-х я уверовал в такой церкви, где десятина это было что-то такое непрекословное. Мы все давали десятину, я помню первый раз, когда я подошел к ящику, я опустил свои деньги, мне было как-то неловко, я не хотел никому показывать о том, что я эти деньги отдаю, потому что это была маленькая сумма денег. Но это были первые мои деньги, которые я начал отдавать Господу. И знаете, вот на протяжении лет я совершенно, даже я бы сказал, не думая, беспрекословно, я давал как минимум 10% от своего дохода, потому что этим я почитал Господа. Потом мы с женой, мы там, например, сделали определенное посвящение, мы давали еще определенные приношения, мы там сеяли в миссионеров и т.д. и т.п. Это были уже другие деньги. Но десятина для нас это было непререкаемо. И однажды я встретил человека, который, он был близок для меня, он был друг мой, один из служителей, там в другой стране он служил, и он стал говорить, десятина – это вещи не новозаветные. Это вещи, которые Нового Завета не касаются. Это касалось столько евреев, это касалось столько Ветхого Завета, поэтому я сегодня Богу не даю десятину. Я говорю, а как же ты какие-то жертвы ты делаешь? Он говорит, я даю приношение, вот как на сердце ляжет. Слышали, может быть, когда-нибудь такие вещи? Я не буду рассказывать сегодня, как этот человек закончил, но я специально, ради интереса, я снова достал все, что Библия говорит о десятинах, и нарвался на один очень интересный стих. Это место Писания записано Матфея 23:23. Просто. Легко запомнить. Матфея 23:23. «Горе вам, учители закона и фарисеи». Иисус обращается к религиозным деятелям, говорит, лицемеры, вы даете 10-ю часть смяты, укропа, тмина. Кажется, да, вот если здесь остановиться, он упрекает их именно за это. Горе вам, вы десятину даете. Некоторые люди бегают, горе вам, вы десятину даете. Давай дальше. Там написано о самом важном законе, справедливостью, милостью и верностью вы пренебрегаете. На самом деле он упрекает их не за то, что они дают десятину, а за то, что они, скажем так, оставили важные вещи. И дальше он говорит, и то нужно делать, и другого не оставлять. Что нужно делать? Сам Иисус это произнес. Сам Иисус это провозгласил. И знаете, есть разные вещи, о которых я могу сомневаться, о которых я, например, не уверен. Есть вещи, например, которые являются чисто вот такой, скажем так, церковной традицией. Есть вещи, связанные там с церковными какими-то правилами, но есть вещи, которые Иисус конкретно говорит нам делать в нашей жизни, они непререкаемые. И одна из этих вещей, Он говорит, это нужно делать. Точно так же, как любить свою жену каждый день. Точно так же, как ты сегодня молишься, постишься. Он говорит, это нужно делать. Сам Иисус, обращаясь к этим людям, Он фактически за это их хвалит, а то, что они оставили, об этом Он
или за это он упрекает их. Слышите, друзья? И на самом деле, если мы посмотрим в историю десятины, она же началась не с закона. Она была еще как минимум за 5 веков до закона. Первые люди, которые давали десятину, это были люди вообще никак не связанные с законом. Вообще, закон Моисея появился только через 500 лет. Но люди были уже, которые были вдохновлены Духом Божьим, и они говорили: я полностью, мое финансовое положение зависит от моего Бога. И когда я получаю что-то, я полностью признаю Его господство. И я почитаю Его таким образом, отдавая Ему как минимум 10% своего дохода. Я снова и снова, знаете, возвращаюсь в эти истоки для одной простой цели. Для того, чтобы мы четко и твердо понимали, что то, что мы даем десятину, это не прикол от Дениса. Это не прикол там от церкви поклонения. Это вещи, прописанные даже в Новом Завете. Некоторые люди говорят: ну вот там я читаю Новый Завет, вот я начинаю Деяния апостолов читать с 1 главы. Нету там нигде, чтобы люди давали десятину. И они приходят и говорят: давайте будем так, как в новозаветней церкви. Давайте. Я говорю: братан, не торопись, не торопись. В новозаветней церкви у них вообще было такое правило. Так, кто имеет землю, участки, там, где у вас участки? Караджигач, Кокджар, все продаем. Мерседес-Бенц есть, Тойота есть, Honda Иллюзион есть, там, Hyundai есть, Kia есть, все продаем. В новозаветней церкви было так. Библия говорит, что все, чем они владели, они все это продавали и куда притаскивали? В церковь. Я говорю вот таким ребятам: ребят, может быть, все-таки мы остановимся на старой схеме. Ладно, мне там, как говорится, нечего терять. У меня там дом есть где-то в другой части мира. Я как бы про это молчу. Машина уже появилась за это время. Да, в принципе. Готов. Знаете, иногда люди какие-то вещи говорят, совершенно не отображая то, что написано на самом деле в Новом Завете. И, например, новозаветные верующие, это были, если вы посмотрите, это были все евреи. Они все с молоком матери с детства впитали, что 10% всего их дохода вообще им никогда не принадлежало. С молоком матери. Они просто понимали: Бог меня чем-то благословил, 10%, я даже на них не рассчитываю. 10% это минимум, благодаря которому я сегодня созидаю какое-то дело Господне, благодаря которому я сегодня созидаю что-то, связанное с распространением Царства Божьего. А знаете, если мы еще дальше вернемся и посмотрим на историю всего еврейского развития еврейской религиозности, мы посмотрим, что все их поклонение, оно вращалось вокруг их храма. Это был для них центр их поклонения. Ради храма они жертвовали, ради храма они там делали какие-то взносы и т.д. и т.п. И вот знаете, всегда служение в храме и служение в том числе в синагогах напрямую было зависимо от их десятин. Если вы прочтете внимательно для себя, вот все, что связано с десятинами, каждый раз Бог упрекает их такими словами. Он говорит: на жертвеннике огонь погас, священники разбежались, каждый на свой удел, выращивает там свои огороды. Почему? Потому что народ мой перестал жертвовать, народ мой перестал давать. И знаете, самое, наверное, страшное или самое неприятное сегодня то, что Бог дает возможность для церкви. Бог дает какие-то двери для церкви, а в эти двери мы войти не можем, потому что у нас денег нет туда войти. И ты смотришь и думаешь: при чем тут деньги? А я тебе скажу больше. Есть куча разных проектов, есть куча разных божественных, скажем так, идей, которые Бог нам вкладывает, и мы их сможем реализовать с деньгами. Я сегодня не идиот, я сегодня, знаете, не странный проповедник, который проповедует. Мы сегодня живем Словом Божьим, не хлебом единым, да, правда, не хлебом одним. Но и хлеб, если не будет поступать в наш организм, через несколько дней мы помрем все. С небесами встретимся. А у нас еще столько планов. Нам еще столько всего надо сделать. Друзья, сегодня финансовая тема – это очень актуальная, важная и иногда вот ребром стоящая тема.
Это вещи, которые мы должны внутри своего сердца отображать и понимать. Во-первых, это важно для нас самих. То, как мы относимся к деньгам, то, как эти деньги мы тратим, или куда мы эти деньги тратим, это будет влиять на нас самих. Скажи, на меня самого. То, что я делаю с деньгами, даю ли я сегодня в Царство Божие, даю ли я сегодня на развитие Царства Божия. Или я, знаете, вот как некоторые люди говорят, у меня есть десятина, я откладываю 10%, потом, когда иду на Гвардейский 29, я встречаю попрошайку на улице, и я отдаю ему эти деньги. Ты, конечно, молодец, но чуть-чуть ты Каин. Потому что Каин тоже на своих условиях распоряжался Божьими деньгами. Я хочу, чтобы мы поняли, десятина – это та вещь, благодаря которой твоя церковь живет и развивается. И десятина, она принадлежит, подчеркни это себе, церкви, больше никому. Не организации, в которой ты сегодня, может быть, находишься в служении этой организации. Не объединению церквей, не евангелисту, который по СНЛ проповедует для тебя. Десятина – это вещь, которая должна быть в Доме Божьем. Библия говорит, чтобы в доме моем был хлеб. Евангелие от Малахии. Порвите меня на части, нет такого Евангелия, я знаю. Но, знаете, вот когда... Открой, пожалуйста, это место Писания. Малахия 3 глава. Я сегодня сталкиваюсь с такими вещами, которые у меня лично, я когда сижу, слушаю, у меня тик это вызывает. У меня начинает вот просто мозг лопаться. Я прям охота мне остановить этого человека, который говорит эти вещи, сказать: стопэ, братан, это не так. Например, сижу я на одном собрании, и там человек говорит: вот, каждая церковь нашего объединения должна давать 10%, потому что это десятина в объединение. Нет такого! Есть только десятина от каждого верующего лично. И ты питаешься в каком-то месте, ты получаешь пищу в каком-то доме Божьем. И Библия говорит: туда отдавай 10%. Принесите десятину в хранилище целиком, чтобы в моем доме была пища. Куда надо принести? В Дом Божий. Для чего? Чтобы здесь не погас жертвенник. Огонь на жертвеннике, если уж быть точным. Чтобы мы могли двигать какие-то идеи, чтобы мы могли куда-то двигаться. Знаете, хочу сказать спасибо, мы в прошлый раз обозначили, что нам для того, чтобы барабан купить, надо $1400. Какой-то человек нам в конверте $100 пожертвовал. Аллилуйя, это начало. С этого все, наверное, дядя Леха сам и пожертвовал, чтобы эти деньги как-то двигаться начали. Знаете, есть куча разных вещей, если я начну озвучивать, сколько они стоят. У нас у всех... Но это реальность жизни сегодняшней. И дальше мне больше нравится вторая часть этого места Писания. «Испытайте меня в этом, говорит Господь». То есть в чем? Когда я приношу десятину в хранилище, когда я приношу в Дом Божий десятину, Он говорит: испытайте меня в этом. И посмотрите, не отворю ли я вам окон неба, и не изолью ли благословения на вас так щедро, что у вас не хватит места их вместить. 11 стих у нас есть? И 11 стих. «Я не дам вредителям пожирать ваш урожай. С виноградных лоз на ваших полях не опадут плоды, говорит Господь сил. Тогда все народы назовут вас счастливыми, потому что ваша земля будет прекрасной, развитой, и все захотят из Америки к вам приехать». Пока что это наши мечты. Здесь, знаете, что я делаю на протяжении 20 скольки-то там лет уже, 8, 9? Я открываю это Евангелие от Малахии, 3 главу. Это же обетование для меня. Это то, что Бог сказал: Денис, будешь давать десятину, вот что тебе будет. И я просто с таким сердцем спокойным, я начинаю провозглашать, 10 стих. Я говорю: сам Бог небесные окна надо мной будет открывать. И я буду видеть, как Он изливает на меня благословение щедро. Некоторые люди говорят: ну что, прям эти, как их, чемоданы с деньгами сыпаться будут? Нет. Просто сам Бог, например, я в какой-то сфере работаю, Он будет давать мне жирных заказчиков. Тыры-ды-дын. В теме, да, что такое жирные заказчики? Это когда ты работаешь столько же, а получаешь в несколько раз больше.
Потому что заказчик у тебя не халам-балам какой, а сам «Газпром». Ребят, здесь написано, что сам Бог будет отворять окна неба. Это когда вокруг нет возможности, а над тобой окна неба открыто. Когда все плакают и говорят, я знаю, как плачут, правильно сказать, но когда все плакают вот такими крокодиловыми слезами и говорят: ой, работы нет, заказов нет, все плохо, экономика упала, а ты такой счастливый на коне. Я миллион могу разных историй вам рассказывать, как это работает. Миллион. И эти истории, это то, что меня самого вдохновляет. Я эти истории читаю, я об этих историях слышу. И эти истории я вижу в своей собственной жизни. Когда просто у кого-то нет рядом с тобой находящегося, а у тебя очередь из заказов стоит. Там написано: «И залью на вас благословение с избытком». И залью так щедро, что у вас не хватит места их вместить. Если мы посмотрим, что написано в Новом Завете, 2 Коринфянам, 9 глава, там вся эта глава говорит о том, что твой Бог – это щедрый Бог. Скажи своему соседу: твой Бог – щедрый Бог. Ох, как долго у меня ломалась эта твердыня в моей голове. Я помню, один человек Божий служитель, он сейчас в небесах живет. Он подошел как-то раз ко мне, мы с ним общались о финансовом благополучии каком-то. Он говорил: Денис, твой Бог щедрый Бог, у Него есть не просто много для тебя, больше, чем тебе нужно для жизни. И Он может тебя этим благословить. Есть просто ограничения, есть глаза, которыми ты смотришь, призма, через которую ты смотришь, которая мешает тебе увидеть, что Бог щедрый, и Он хочет благословлять тебя. Он может тебя благословлять. Друзья, когда мы говорим, знаете, когда мы говорим о десятине, я хотел бы, чтобы ты с этой стороны посмотрел на как один говорит, оброк этот. Да, на этот оброк, чтобы ты таким образом посмотрел, как на что-то, приносящее благословение в твою жизнь. Как не на что-то, что ты обязан отдать. Вот опять, еще не успел там деньги получить, уже там эта церковь стоит с руками протянутыми. Да мы не знаем, кто сколько дает. У нас нет каких-то книг бухгалтерских, которые мы ведем. Ага, этот человек в прошлом месяце давал, а в этом месяце не давал. Надо бы с ним поговорить. Та-ра-да-дан. Нет! Это ты и Бог. Так же, как и обетования, которые работают в твоей жизни, это ты и Бог. Все, там нет посредников. Я даю, я получаю. Я верен, Бог открывает окна небесные. Мне нравится, я слушаю иногда старых проповедников. Я, наверное, из того времени просто тоже. И слушая как-то недавно Дерека Принса о деньгах, он проповедовал разные истории. И он говорит, в Америке в 30-х годах была очень сильная депрессия финансовая, экономическая. Сейчас приедешь в Америку, даже не верится. Неужели здесь когда-то это было? Люди работали за еду, лишь бы не умереть. И он говорит, в церквях, в которых до этого людям проповедовали о десятинах, я не знаю, как у них там это было заведено, видать, они там как-то записывали, кто дает, кто не дает. Да? Я не знаю. Но он говорит, так интересно, эти церкви, они помогали нуждающимся братьям и сестрам, которые потеряли работу, у которых нет возможности зарабатывать, которые находятся на грани. И он говорит, в большинстве случаев это были люди, которые не давали десятину. Милосердная церковь у них была. Знаете, это показательно. Приходят трудности, приходят бури, приходят шторма, приходят экономические потрясения, кризисы. И для тех людей, которые сегодня с Богом вместе куда-то двигаются, для них это возможность, это шанс во время кризиса, во время потрясения что-то приобрести вместе с Господом. А для других это все, это потеря. Для других это все пропало, шеф, это вот такие долги, это вот такая вот невозможность. Люди, которые сегодня дают, они сегодня открывают свою жизнь для невероятных свершений. И знаете, когда мы говорим про десятину, эта вещь вообще, лично для меня, она до сих пор остается необсуждаемой. Когда я вам начинал говорить с того, что человек, который мне первый сказал, что десятина это вообще не новозаветная схема, я вам хочу сказать, он занялся бизнесом, потом его бизнес жесточайшим образом обанкротился.
Не просто обанкротился, а когда у тебя глубочайший минус, в котором ты находишься, и потом тебе приходится скрываться от людей, которые тебя преследуют. И сегодня этот человек, я не знаю, где он, что с ним, он потерял и отношения с Богом. Может быть, это самый сложный, трудный пример, который я там имел перед глазами, но это пример. Знаете, когда мы говорим про десятину, как я уже сказал, это вещь непререкаемая лично для меня. Пусть как хотят называют, десятинщик, там сборщик налогов, я знаю, это схема рабочая. И она сегодня рабочая. Я вам могу сказать, дорогие друзья, у нас есть такие прецеденты, когда, например, в нашу церковь люди не ходили, они сидели где-то дома, но они давали десятину исправно. И ты спрашиваешь у человека, через которого он передает десятину, зачем он это делает? Потому что он видит. Неверующий это может быть человек. Родственник какой-то, там, не знаю, какой-то соработник. Потому что он видит руку Божию через это. Вау! Дай Бог Божьим детям тоже начать видеть. Мы говорим о десятине, но это всего лишь один из видов нашего даяния. Пожертвование – это то, что мы даем сверх, как мы уже сказали, сверх наших десятин. Очень крутое место Писания. Вообще, я советую очень многим людям, которые хотят какой-то финансовой независимости, финансового прорыва, читать это место Писания. 2 Коринфянам, 9 глава. Я хотел бы, открой, пожалуйста, Руфин, я хотел бы, чтобы мы прочитали 6 стиха. Вот здесь Павел говорит, помните. Он начинает с того, что помните. Ты помнишь? Он говорит, ты помнишь? Ты помнишь? Кто скупо сеет, тот скупо жнет. Все, это опять еще один непреложный принцип, связанный с деньгами. Он говорит, помни об этом, скупо сеешь, скупо жнешь. Кто сеет щедро, тот щедро жнет. Каждый пусть дает столько, сколько ему подсказывает сердце. Не с огорчением и не по принуждению, потому что Бог любит того, кто жертвует с радостью. Дальше. Бог может обеспечить вас всем, что нужно, чтобы у вас всегда было всего в достатке. С лихвой хватало, еще на любое доброе дело. Как написано, Он щедро раздал свое имущество бедным, и Его праведность длится вовек. И тот, кто дает семя сеятелю, кто дает людям хлеб в пищу, тот умножит посеянное вами и увеличит жатву вашей праведности. Место Писания о нашем отношении или об отношении моем к деньгам. Он говорит, Денис, хочешь щедро получать? Сей щедро. Хочешь получать столовой ложкой? Сей чайной ложкой. Хочешь получать вагонами? Тогда вот эти вот тележки отправляй, тележки. Хочу от тебя, Господь, машину хорошую, но у тебя есть плохая. Сей. Ну как плохая? Нормальная? Нормальная. У меня жена каждый раз... Хватит скромной машины. И так столько разговоров. Я знаю, разговоры это вообще такая вещь, которая никогда не заканчивается. Людей прям бомбит. Вот ты там десятины насобирал, ящик там этот выставил, туда кучу людей, кучу денег накидали, ты себе машину приобрел. Прямо это какая-то мантра такая, о, да-ба-да-ба-да, да-ба-да-ба-да. И вот слеза побежит такая, скупая, мужская слеза. И каждый раз охота сказать, я до этого сеял, и сеял нормальные машины, и сегодня я пожинаю от Бога невероятного. И на Ютубе знаете... Друзья, вчера на мойку заехал, и мне моя дочь говорит, о, смотри, машина, которая была там у такого-то брата. Я говорю, этот брат мне эту машину в свое время подарил. Вам дарили машины когда-нибудь? Все впереди, друзья. Да, вон мужчина уже говорит, да. Знаете почему? Потому что до этого я какую-то машину там подарил, какую-то машину там пожертвовал, какую-то машину здесь оставил, и потом пришло время пожинать. Друзья, я хочу, чтобы мы настроились на то, что мы не просто церковь дающая, мы церковь пожинающая. Нам помимо того, что мы даем, нам еще надо принимать, собирать, приобретать, потому что потом мы еще больше собираемся давать. Дядь Жень в теме.
Это рабочая схема, друзья. Если я даю сегодня, то мое отношение к сегодняшним моим жертвам не такое: ой, я столько там денег дал в эту церковь, я столько всего пожертвовал, я столько всем там, я вообще всю жизнь отдал в эту церковь. Халилуя, пришло время пожинать. Пришло время пожинать. Встань на это слово, брат или сестра, и скажи: Господь, Ты сказал, что я не просто даю щедро, я еще и щедро буду пожинать. Когда ты сеешь свои деньги, когда ты даешь свои приношения, пожертвования, когда ты отдаешь свои десятины, просто говори: Бог, приходит время, и оно уже сегодня, чтобы я мог пожинать. Бог не против того. Знаете, иногда религия нам навязала такие идеи, что Бог хочет, чтобы мы были самыми главными страдальцами в Кыргызстане. Чтобы вот у всех все было, а у нас ничего не было, и мы страдали от этого. Чтобы, знаете, вот у нас вот это вот терпение выработать, какое-то, я не знаю, там, могущественное упование на Бога выработать. Нет. Бог хочет нас благословлять. И даже я больше могу сказать, Он иногда побуждает нас посмотреть на то, что нас окружает вокруг, и сказать: Бог, Ты можешь. God is able. Дарья, привет. God is able. Бог способен нас благословлять, потому что если Он мир, который сегодня неверен, потому что если Он мир, который сегодня вообще далек от Него, на Него льет благословение, почему нет? Друзья, почему нет? Я хотел бы, чтобы с нашим мышлением что-то изменилось, что-то поменялось. Когда ты даешь, давал не со слезами, хотя первые, наверное, наши даяния, они неизбежны со слезами. Но там написано: с радостью. Почему с радостью я жертвую? Потому что я такой вот, как это говорят про жертвенных людей? Такое слово есть: альтруист. Я вот все отдам, последнюю рубашку отдам, кроссовки себя сниму, с жены сдеру там все, что на ней есть, отдам. Лишь бы людям хорошо было. Нет! С радостью жертвую, потому что знаю, верен обещавший. Верен обещавший. Верен тот, кто сегодня открывает небесные окна, дает клиентов новые заказы, новые какие-то божественные возможности. И третье слово – милостыня. Самое популярное слово, я уже сказал про десятину, я сказал чуть-чуть про приношение, мы еще к этому будем не один раз возвращаться. Милостыня. Я бы, знаете, сегодня, наверное, не пользовался этим словом, потому что оно слишком такое устаревшее. И связано с чем-то, вот когда люли стоят там где-то на дороге, и ты им там 5 сомов, все равно выкидывать, они где-нибудь потеряются у тебя в машине, эти 5 сомов. Думаешь: ладно, там отдам. Или какой-то вот попрошайка, он там просит, даже, может быть, он не трезвый, ты понимаешь, он пробухает, думаешь: 5 сомов не жалко. Это не милостыня. Вообще вот все, что связано с тем, что нам не жалко, это ничего. Это так, прикол. Это вот есть такая поговорка у русских: нате вам, нате Боже, чего нам... Так, короче, это нам ничего не стоит. Милостыня. Я хотел бы, чтобы ты показала 6 главу Галатам. Что настоящая милостыня? Там написано: поэтому пока есть возможность, будем делать добро всем, особенно нашим братьям по вере. Это, может быть, не звучит как милостыня, но это то, к чему нас Бог призывает. Когда, например, я в чем-то преуспел, у меня что-то есть, я в чем-то двигаюсь, побеждаю, у меня есть какие-то финансовые, в том числе, прибытки. Я даю, я жертвую, и потом вдруг вижу, у брата нечего кушать. Ты даешь десятину в церковь? Ага, тебе нечего кушать, потому что ты вор и обманщик. Ага, нет. Давайте это не будет наша прерогатива, да, кого-то вот осуждать, кому-то указывать. Пусть сам Бог, если надо, Он его вразумляет. Мы же иногда такие, мы позицию Бога занимаем, поэтому Иаков говорит: ребят, слезьте с этих судилищ, перестаньте быть судьями, потому что один судья, один законодатель. Пусть он сам судит, почему у него беда. Но если ты видишь беду, протянутую руку, наполни эту руку. Знаете, что такое милостыня настоящая? Это когда мы в церкви, и мы понимаем, например, что мы кому-то можем сделать что-то доброе, финансово, кому-то помочь советом, кому-то помочь приютить кого-то в конце концов. И мы это делаем. Чем церковь сегодня отличается от мира? Тем, что мы не просто собрание хорошей организации, мы семья. Мы семья, мы знаем нужды друг друга, мы знаем переживания друг друга, мы знаем, кто в чем нуждается. И вот это вот и есть
в хорошем смысле слова милостыня, когда мы служим своим избытком для наших ближних по вере. Согласны вы с этим? Это то, из чего вот три вещи, из чего складывается мое даяние, из чего складывается мое жертвенное отношение в Царстве Божьем. Нет ничего другого. Читая Библию, я понимаю, что ничто не поменялось за годы моего следования за Иисусом Христом. Все то же самое. Вся та же древняя десятина, все те же самые древние пожертвования, вся та же самая древняя помощь братьям или сестрам в церкви, в теле Христа, неважно, может быть, там в другой церкви. Но там написано, всем будем делать добро, но прежде всего или особенно нашим братьям. Если мы нашим братьям не делаем, навряд ли мы еще кому-то будем делать добро. Друзья, с этого я хотел бы, чтобы у нас началось вот это вот божественное движение в сторону финансовых прорывов, в сторону каких-то финансовых свершений, в сторону каких-то невероятных чудес, связанных с финансами. Я хотел бы сегодня помолиться молитвой не за то, сколько ты можешь дать, а я хотел бы помолиться молитвой, которая как бы подчеркнет все твои даяния. Или можно сказать, закончит все твои даяния, закончи свои даяния этой молитвой. Мы помолимся, чтобы все, что мы давали, все, что мы жертвовали, сеяли, оно сегодня служило нам для того, чтобы открывались новые возможности. Чтобы в нашей церкви не было сегодня безработных, не было сегодня должников. Чтобы сверхъестественно, даже если кризис вот в твоей профессии, может быть кризис, может быть перенасыщение, не знаю, там юристами, бухгалтерами, или там мало платят. Пусть это тебя не касается, пусть в твоей жизни будет по-другому. Ты самый крутой юрист, ты самый крутой бухгалтер, всегда востребованный, всегда в 2 раза больше получающий, чем все остальные. Это нормально. Это нормально.